Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что случится с вами в вашей жизни буквально в ближайшие минуты, часы и дни? Что случится в считанные дни? Давайте посмотрим. Загадайте на себя, пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! А у вас что-то очень интересное начнется, новое. Такого еще не было. Ну, либо, может, и было похожее, но очень давно. Смотрите, это буква А, и опять же похоже на ракету. И вы буквально колдуете над этим новым. Какие-то козлы еще бегают, вам мешают. Отвлекать, да, вас кто-то может отвлекать. И еще, смотрите, да, вы будете чем-то новым заниматься, и кто-то конкретный, как козел, либо коза какая-то, да, будет вас отвлекать. Смотрите, этот человек на самом деле очень плохо к вам относится. И прям цель жизни этого человека — это мешать вам, мешать. Знаете, вот как приспешник темных сил этот человек. Вот обратите внимание, один человек будет мешать. Вот кто этот человек? От этого человека нужно держаться просто максимально далеко. И с этим человеком не стоит быть деликатным. Ни в коем случае. Вот прям в грубой форме, наигрубейшей форме посылайте. И знайте, что этот человек вам и не друг, и не подруга, и не родственник, и не помощник, и никто. Да? Это вредитель. Приспешник темных сил. Вот как хотите, верьте, не верьте, но вот вы убедитесь, вы чем-то интересным, новеньким займетесь, таким прям очень перспективным, таким, что голова немножко кружится, да? И вот один конкретный человек будет постоянно лезть, отвлекать, мешать, палки в колеса вставлять, сеять сомнения, устраивать провокации, ну, в общем, как подмывает этого человека. Вот, обратите внимание, здесь проявится приспешник темных сил. А по поводу этой вашей буквы А, либо ракеты, вы добьетесь своего. Вы обязательно запустите в космос эту ракету, либо эта буква А, как первая буква алфавита, да, начало всех начал, принесет вам много-много радости. И это случится немножко попозже, не в ближайшие там 3-4 дня. Тут, скорее всего, чуть больше времени пройдет. Вот, результат точно будет. Вы заслужили эту букву А, вы заслужили эту ракету. Поэтому, мои хорошие, работайте, колдуйте, делайте. Успех вам как обеспечен, да, гарантирован. Еще какие-то разговоры пойдут. Разговоры по поводу вас, либо по поводу вашей семьи. Я не могу сказать, что это сплетни. Нет, это не сплетни. Это не похоже на сплетни. Это, знаете, на что похоже? На то, что будут разбирать вашу ситуацию, либо люди попытаются взять с вас пример, да, последовать вашему примеру. Говорить будут, а некоторые даже будут подходить и конкретно задавать вопросы, расспрашивать. Расспрашивать могут как и вас, так и ваших близких родственников. Ну, скажем так, это популярность, да? Вы становитесь популярны в своих кругах, понятное дело, но тем не менее. Вижу, что многим сможете помочь, многих сможете направить на правильный путь. Многие люди, ну, ввиду своей неосведомленности, либо низкого уровня образования, либо нет опыта у этих людей, да, просто вот как дети малые тыкаются, мыкаются и не понимают, что им делать. А тут вы, и тут ваши достижения, и тут ваши результаты. И понятно, что потянутся люди с расспросами, с разговорами, друг другу будут пересказывать, да, то есть какой-то такой момент показан. Ажиотаж, да, вокруг вас есть ажиотаж. И мастера, мои дорогие мужчины и женщины, кто вот мастер своего дела, возможно, это ажиотаж не только среди там, не знаю, таких же мастеров, как вы, но и также среди клиентов. Допустим, да,
Вы лучше всех делаете наращивание. Пойдет ажиотаж. Все хотят идеальные ногти. И все придут именно к вам. И вы прям ахнете и скажете: Господи, что за очереди, да? Кто эти все люди, почему они все записываются? Либо вы, допустим, мастер, да, вы мужчина, вы мастер, вы что-то умеете ремонтировать просто вот идеально, да, лучше, чем новое. И к вам очень много людей пойдет, да, очень много разговоров по поводу вас. Ну, что есть, то есть. Информационные волны вышли. Дальше, мои хорошие. Показывают какой-то маленький кустик, и люди его обрывают, да, листики с него рвут. Здесь несколько людей, и вы тоже в том числе. Это какие-то небольшие деньги, которые вам удастся урвать. Ну, конкуренция, сами понимаете, и кустик такой маленький, да, там слишком много не нарвешь. Там, в принципе, не так-то много листьев. Но то, что вы получите, вас вполне себе устроит. Это не обязательно какие-то заработки, да, это какие-то возможности получить деньги, как там говорят, срубить бабло, да. Но это некрасиво звучит, неправильно, мы с вами люди воспитанные, мы не будем про это говорить, хотя я уже сказала, извините, я не воспитанная. Но, тем не менее, вот где-то там сэкономить деньги, да, получить скидку, поучаствовать в какой-то программе там льготной, либо программа лояльности, либо получить какую-то мат-поддержку, получить, может быть, какую-то, ну, не знаю, помощь, да, может быть, даже что-то типа гуманитарной помощи. Ну, что-то есть, да, кустик маленький, людей много желающих, и вы тоже рядом, и что-то вы себе тоже сорвете. Для вас это будет неожиданно, но вполне себе приятно. Ну, почему бы и нет, да? Зачем вам все тратить почувствую? Если есть возможность сэкономить, почему бы не сэкономить? Если бесплатно где-то что-то раздают, почему бы вам не пойти и не взять? Да? Чем вы хуже, чем другие? Так, дальше. Показывают, что вы с кем-то вот как будто бы толкаетесь, да? Вот как борьба, наверное, да? Борцы вот так становятся и начинают друг друга толкать. Вот как в сумо, наверное, кто кого там перетолкает. Вы, конечно, выглядите человеком утонченным, да, не наделенным какими-то там супермускулами либо габаритами. Против вас выступает кто-то более такой видный, да. Но опять же, сила не в мускулах, не в объемности тела, а в силе духа в первую очередь. А вам этой силы не отбавлять. Вы так этого человека уделаете, вы так этого человека удивите. Этот человек сначала будет в шоке от вас, а потом шок перерастет в восхищение. И я вижу, что этот человек вас признает и говорит: о, да ты крутая, либо ты крутой. Ты не обладаешь большой крепатурой, там, либо мускулатурой, но при этом ты меня буквально вот там за ринг вытолкнул, да, особо не напрягаясь. Так что у вас еще и как новый друг появится, либо подруга, либо человек, который восхищается вами, да, ну, поклонник, поклонница, можно и так сказать. А для вас это какая-то, знаете, ну, как ерунда, да. Вы не только силой духа обладаете, но и физической силой, да, вы физически развитый человек. Просто у вас либо такая статура, что вы худенький, худенькая, либо у вас эти мышцы, мускулы прячутся, да, их не видно. Может, вы, наоборот, полненький человек, и поэтому не видно ваших мышц. Поэтому так, да, удивите, и у вас вот как поклонник, поклонница, друг подруга появится. Ну, по крайней мере, уважать вас человек станет. Уважать. Вот есть люди, которые там, если проиграли, то они сразу озлобиться могут, и потом еще мстить начнут. А этот человек нет, это человек хороший, благородный, да, скажет: о, человек сильнее меня, что надо делать? Правильно, уважать, да, уважай соперника. Так, еще у дерева закручиваются веточки. Прямо закручиваются. И вы с кем-то, я так понимаю, с любимым человеком, это дерево пытаетесь лечить. Вот, не знаю, видели ли вы деревья, на которые напала тля. Да, у них там вот эти листочки, веточки, все так скручивается. Да, очень похоже. Возможно, кто-то хочет отравить ваши отношения. Может быть, кто-то лезет в вашу семью, либо в вашу пару, в вашу любовь.
И у кого-то еще может отыграться в нападке не конкретно на мужчину и женщину, а, например, вот мать с ребенком, либо отец с ребенком. Но вы будете предпринимать какие-то меры на то, чтобы от этой тлии избавиться, на то, чтобы это дерево полечить. И я вам так скажу, не все меры помогают, не все меры хороши, но путем проб и ошибок вы поймете, что нужно делать и как вам это дерево спасти. Я вижу, что у вас получится. Конечно, это займет больше, чем 3-4 дня, но тем не менее у вас все получится. Главное, не опускайте руки. И знайте, что если вы сдадитесь, то ваши враги будут торжествовать. Да? Они достигнут своей цели, и у них будет праздник в жизни. Поэтому не давайте им никаких праздников, не давайте им таких возможностей порадоваться. Боритесь, боритесь до конца, и все получится. Так, еще. Вот здесь показывают человека перед выбором. Столкнетесь с выбором, наверное, либо перед вами станет выбор. Из чего-то, вот как из 3 будете выбирать, из 3 вариантов. Но на самом деле вариантов больше. Их не 3, их 5. Видите? Просто от вас, видите, вот эти лучшие варианты женщина прячет. Прячет. Знаете, как себе хочет присвоить? Вот что вам дать? Да худшее ей дам, да, пусть из худшего лучшее выбирает. А вот хорошие варианты я припасу либо для себя, либо для своих, там, не знаю, знакомых, да. Здесь нужно как-то с этой женщиной построже, пожестче. И так и скажите, что выбор недостойный, выбор абсолютно никакой. Я не могу выбирать из этих какашек. Да? Ну зачем мне это все? Вы что, меня оскорбить пытаетесь таким выбором скудным? То есть боритесь за себя, настаивайте. Я вижу, что она, может быть, и понекает, а потом такие и откроет вам эти 2 дополнительные возможности. Да? На самом деле выбор из 5. Да? 1, 2, 3, 4, 5. Но 2 скрытые хорошие возможности, а 3 такие плюс-минус, да, для вас доступные. Вот. Если вам что-то не нравится, если вы с чем-то не согласны, говорите об этом, не молчите. От этого очень многое зависит. Поймите, вы всего можете добиться, вы все можете получить. Стесняться не надо. Стесняться, да, не подыгрывайте. Не играйте на руку вот таким вот нечестным, неблагородным женщинам. Да вообще, в принципе, людям, да не обязательно женщина. Хотя все-таки, видите, в платье, ну, в юбке, в платье. Да, вот так попытаются вас провести, себе лучшее забрать, вам худшее отдать. Да? Ну, нужно быть умнее. И опять же, если перед вами стоит выбор, и душа не лежит ни к чему, то лучше, в принципе, отказаться от такого выбора, чем выбирать, как я уже сказала, лучшее из худшего. Не унижайте себя таким выбором, это неправильно. Так, еще с кем-то вот вы то ли встретитесь, то ли у вас, в принципе, разговор состоится, а может, вообще знакомство будет. Человек как-то вам сначала не понравится, какое-то, знаете, чувство вызывает, антипатия, да? Вы смотрите и думаете, вот как меня угораздило с этим человеком встретиться, зачем мне это знакомство? А потом этот человек начинает говорить, и в процессе разговора вы так расслабитесь, у вас так сильно мнение изменится, и буквально вы будете расставаться, вы на этого человека смотрите восхищенными глазами, да? Либо глазами полными любви, ну, в платоническом смысле слова. Вот как-то сразу не получится, либо не сложится, а в процессе, да, вот прям перестанете обращать внимание на то, как человек выглядит, на то, как держится, на то, как там пафосно себя там повел вначале. Скажете, ой, как интересно, что это со мной, да, человек так раскрылся. Ну, может, у человека такое амплуа, да, может, человек фрик какой-то, а на самом деле очень хороший, умный, там, не знаю, суперспособный. Бывает такое. Очень даже бывает. Мужчина с женщиной танцуют. Танцуют очень крепко, близко, прижались друг к другу. 2 танцуют, а 3 очень сильно ревнует и завидует. Может быть, это ситуация треугольника, и выбор будет сделан в вашу сторону. Либо, допустим, может, это мама ваша, либо вашего мужчины, с кем вы танцуете, и у нее может быть приступ ревности. Ни с того, ни с сего. Ну, понятно, что да, мамы должны радоваться за своих детей, когда они счастье свое находят, но
К сожалению, ревность — это такое поганое чувство, оно такое липкое, да, просачивается и может приревновать, да, знаете, сделает кислое лицо, там, либо что-то там выскажется, либо скажет: ой, мне плохо, там, везите меня к врачу, хватит танцевать, давайте. Да, лучше, наверное, не провоцировать, ну, либо если это любовный треугольник, то выбор будет сделан в вашу сторону, потому что вы танцуете, ну, как по жизни вместе идете. А третий человек — все, у разбитого корыта. Только и может что злиться и ревновать. Дальше, смотрите, здесь либо вам кто-то время даст, видите, песочные часики, либо у вас появится время на что-то. Ну, допустим, на то, чтобы заниматься собой, на то, чтобы заниматься спортом, провести время качественно с детьми, либо куда-то съездить, либо просто отдохнуть, да, доделать старые дела. А если вам кто-то время дает, ну, допустим, на какую-то работу, на какой-то заказ, то времени вам дадут с лихвой, да, там еще зазор очень серьезный остается. То есть вы можете и работу сделать, и еще и отдохнуть. Причем отдохнуть вот по-настоящему. То есть времени много, и его прям хватает на все. И на работу, и на досуг. Так, еще смотрите, какой огромный ключ. Ключ как будто бы от какого-то заводного механизма. А помните, когда-то давно были такие игрушки, что их ключом нужно было заводить. Они там что-то делали, ходили, пели, там, били, как хлопали в ладоши, да. Ключ, конечно, уникальный. Но этот ключ, он ни к чему не подходит. Вам кто-то будет предлагать такой ключ, и еще, возможно, за деньги вам будут предлагать, но этот ключ ни к чему не подходит, он ничего не открывает. Он, да, интересный, раритетный, необычный, какой-то, старенький, но больше никакой нагрузки и ценности не представляет, не несет в себе, да, нагрузки никакой смысловой. И, возможно, вам этот ключ будут предлагать либо за какие-то услуги, либо за деньги. Ну, ключом обычно могут показать знания, да. Вот, купи у меня знания, купи у меня какие-то курсы, купи у меня то, купи у меня все. Не берите. Не берите, ну, иначе у вас будет просто такой, как ключ, да, декоративный, а деньги будут потрачены. И еще у кого-то еще может отыграться ситуация, когда с вами якобы делятся секретами. Но то, что вам будет сказано, это вовсе никакой не секрет. Может, это вообще выдумка какая-то, да, небылица. А может быть, это тот секрет, который знают все, и собака, и свинья, понимаете? То есть вообще ни о чем. Но, тем не менее, видите, пытаются вас либо сманить этим секретом, расположить к себе, может, взамен ваши секреты выведать, либо за деньги хотят вам продать какую-то типа якобы там важную информацию, полезную и нужную, но которая никакой ценности не имеет. Будьте умнее, будьте дальновидней. Так, глазик показан. Глазик, большой глазик, за вами наблюдают. Либо у вас будет постоянное ощущение, что кто-то на вас смотрит. И да, на вас будут смотреть. И что-то мне подсказывает, что с правой стороны на вас смотрит человек, который беспокоится о вас, переживает о вас. Может, человеку кажется, что вас могут обидеть, либо кто-то вас обижает. И человек решил вот проследить, чтобы вовремя вмешаться, да, чтобы вовремя там вас защитить. Ну да, глаз. Глаз, который наблюдает. Не злой умысел, не происки врагов, а именно желание уберечь, защитить, быть вовремя, предотвратить какие-то неприятные моменты. Так, дальше. Буква В, буква С, буква О. Кстати, Ю тоже может быть. И буква Г, Н. Вот какие буквы я назвала, скорее всего, это как инициалы, да, либо имена. Мужские и женские. Люди, чьи имена начинаются с этих букв, у вас неожиданные улучшения, паруса надуло ветром, неожиданные улучшения, либо какие-то неожиданные приятные перемены, новости, которые вот прям, знаете,
согревают, да, согревают. Готовьтесь. Очень приятное услышите, у вас сильно настроение поменяется, в лучшую сторону настроение поменяется. И будет максимально приятно. Если у вас в семье, либо среди знакомых есть такие люди, просто понаблюдайте. И вы увидите, как у этих людей меняется настроение, да, и что-то хорошее происходит у них в жизни. Да. Люди вам, конечно же, про это расскажут. Дальше колечко, которое как будто бы разорвалось, да, сломалось. Дружба, скорее всего, ну, либо союз. Мне почему-то больше похоже на дружбу. Кольцо само по себе, оно есть, да, но оно разорвалось, да, вот где-то посерединке вот так разошлось. Люди могут либо не общаться, либо быть очень занятыми для того, чтобы общаться, либо на время люди расходятся в разные стороны. Возможно, это время, оно необходимо для того, чтобы переоценить свои отношения, для того, чтобы, ну не знаю, отдохнуть друг от друга в конце-то концов. Это с правой стороны. То есть для вас это полезно. Я не могу сказать для другого человека, там, для подруги или подруга это полезно или нет, но для вас это 100% полезно. Возможно, у вас отношения там, ну, стали немножко токсичными, либо стали портиться. Возможно, ваш друг либо подруга себе лишнее позволяет. Может быть, сейчас вам обременительно, да, дружить. Ну, бывают такие друзья, которые, скажем так, у них всегда какие-то неприятности, им нужно помогать, их нужно выручать, спасать, там все бросать, не знаю, утешать. Ну, как бы, в принципе, дружба, она на то и есть, но, с другой стороны, все-таки дружба должна приносить какие-то радостные моменты, а не так, что вы там с головой уходите в жизнь своего друга либо подруги. Ну, как бы, согласитесь, неправильно. Может быть, ваш друг либо подруга себя неприемлемо ведут, и поэтому кольцо расходится, но не ломается, да, что вот побудьте наедине, каждый сам с собой, и тогда уже другими глазами вы посмотрите на дружбу, и ваш друг другими глазами посмотрит на вас, и, возможно, все еще исправится, да, через время, не сейчас, через время. То есть в ближайшие 3-4 дня вы будете все дальше и дальше расходиться, все меньше и меньше у вас будет контактов, а потом уже там другие временные рамки будут на то, чтобы кольцо опять вас соединилось. И вот еще для кого-то идет как вот семейная пара, да, возможно, предстоит разлука. Там, не знаю, муж либо жена уедет там, по делам, в командировку, либо уедет к родственникам, один либо одна. На какое-то время вы разойдетесь, но вам это будет полезно, а потом через время вы опять воссоединитесь, сойдетесь. Если вы муж и жена, и вы поссорились, и разъехались, кольцо осталось. То есть это не развод. Это просто временное такое помешательство, либо охлаждение, необходимо для того, чтобы переосмыслить ваши отношения. Как разошлось, так и сойдется. Кольцо не сломанное. Просто не сломанное. Вот знайте об этом. Если вы переживаете, переживать вам не о чем. Вам вообще эта ситуация выгодна и на благо идет. Именно так показано. Так, у самого венца показан какой-то кактус. И этот кактус, он, не знаю, он не колючий. Вот, он не колючий. Пока другие люди боятся и обходят этот кактус стороной, вам конкретно говорят, не колючий, можно рвать. Знаете, есть такие кактусы, на которых растут такие вкусные плоды. Я забыла, как называется, но в Турции продается такая штука. Ну, они, в принципе, такие кактусы везде растут, во многих странах. И у этих плодов, у них тоже есть такие мелкие колючки, они такие неприятные, если они попадают к вам на кожу, они просто вот как занозы в кожу заходят, и потом их очень сложно убрать. Обычно вот такие фрукты продают их на рынке, вы подходите, и вам сам продавец, который умеет с ними обращаться, он их просто раскрывает, чистит, да, и вам уже эту мякоть продают. Съедобные кактусы, да. И вот очень похоже на такой кактус, но он не колючий. То есть просто можно брать и рвать. Пока другие люди этого не поняли, бери и рви. Вот сколько сможешь, столько и сорви. Сколько унесешь, столько и сорви, да.
вам выпадает какая-то возможность первее всех что-то сделать, либо что-то получить, что-то найти, чего-то добиться, взять для себя, да, в кои-то веки взять для себя. И пока другие люди обходят этот кактус, вы не бойтесь, берите, пользуйтесь, рвите, собирайте то ли плоды, то ли листья, что там в кактусе, там и листья, я знаю, в некоторых странах кушают. В общем, воспользуйтесь ситуацией, воспользуйтесь. У вас накануне этого события явно будет какое-то знамение, какой-то знак. Это может быть и какой-то разговор, это может быть какая-то подсказка, это может быть какой-то инсайт, это может быть и сон, да, вот, который четко вам покажет, предскажет, вернее, да, что сделать. Ну, в общем, поймете. Если ваше, то вы точно поймете и не бойтесь, рвите этот кактус. Что хотите с ним делайте, пока другие не узнали, у вас вот прекрасная возможность для себя тут постараться, да, себе вот лучшее забрать. И еще показывают ворону, мужчину и якорь. Вот. Якорь, конечно, такой интересный, как морской, да, такие огромные корабли морские, такой якорь обычно используют. Может быть, мужчина-моряк. Да? У вас там муж, либо парень, он моряк. И парень вам скажет, что все, принял решение, с меня хватит, хочу бросить якорь вместе с тобой, да, уйти с этой морской службы, либо из флота уйти, хватит, все, отплавался. А может быть, у кого-то отыграется, что человек, который далеко от вас находится, да, живет в другом городе, живет в другой стране, этот человек скажет, все, хватит, наплавались, да, давай уже определяться, где мы будем жить. Хочется стабильной, семейной, спокойной, размеренной жизни. Ну, а ворона, она про мудрость. Здесь ворона именно олицетворяет собой мудрость, интуицию. Ваша интуиция вам подскажет, стоит ли вам соглашаться на это щедрое предложение, да, заманчивое, либо лучше воздержаться. Потому что вы все разные люди, и женщины разные, и мужчины разные, и условия разные. И поэтому, да, надо все-таки реагировать правильно. Но вам прям четко ваша интуиция скажет, что ответить мужчине. Согласиться, либо отказаться. Либо сказать ему, знаешь, дружочек, давай ты еще там годик поработай, да, контракт подпиши, денежку заработаем, купим жилье, а потом уже и все, сойдешь на берег. Либо вы можете сказать, что я готова сойти, съехаться, но, например, там, где я живу, в моем родном городе, либо в моей стране, либо наоборот, в стране человека. Но вы, например, поедете не одна, а с семьей. Почему бы и нет? Ну, в общем, ворона вам в помощь. Ворона очень умная птица, и считайте, что это отражение интуиции. Ворона, она между мирами летает, да? Живет сразу в нескольких мирах. Проводник живет в мире духовном и в мире материальном. Но опять же, очень интеллектуально развитая птица. Поэтому все, себе верьте, никого не слушайте. Ни мужчину, ни подружек, ни родителей, семью, а именно слушайте себя. Ваша интуиция вам четко подскажет, что ответить этому мужчине с его этим прекрасным огромным якорем. Что, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.